Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Пусть в Новом году только счастье, только радость, только благополучие и крепкое здоровье будет идти с вами рука об руку. Пусть все беды, пусть все невзгоды останутся в уходящем году. Всех вас крепко-крепко обнимаю, всех вас целую, за каждого молюсь. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку, новогоднюю отсыпочку на такую тему, что неизбежно войдет в вашу жизнь в новом году. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, важную и полезную информацию. Так, как шикарно, большое сердце войдет в вашу жизнь, 2 человека. Давайте начнем по порядку, и я хочу начать с правой стороны. С правой стороны нам четко показали того, кто для вас открывает путь, открывает для вас дороги, дает вам какие-то возможности в руки. Этот человечек уже есть в вашей жизни. Уже, либо вы знакомы, либо вы вместе уже с этим человеком как-то общаетесь, встречаетесь, дружите, сотрудничаете. В следующем году у вас как новый виток в отношениях с этим человеком. Вы будете более как-то соединяться, укрепляться и друг друга очень сильно поддерживать. Смотрите, этот человек даст вам возможность реализовать себя, возможность справиться с какими-то неприятностями, возможность решить какие-то проблемы, что-то получить, чего-то добиться. Человек как надежный помощник, напарник, тот, на кого вы целиком и полностью можете положиться, рассчитывать, положиться. У кого-то это любимый человек, у кого-то это друг, у кого-то действительно покровитель. Но то, что этот человек будет действовать самозабвенно, не думая о себе, а думая в первую очередь о вас, это 100%. Благодаря поддержке этого человека вы очень-очень многого сможете добиться. Очень многого. В свою очередь вы тоже что-то будете для этого человека либо давать, либо делать. Вам это будет приятно, вам это будет в радость, не в напряг, а в радость. То есть очень хороший союз, вы прекрасно комбинируете с друг другом, и вы действительно друг другу очень сильно нужны. И очень сильно друг другу помогаете, выручаете, друг друга поддерживаете. Замечательно. В этом человеке вы нуждались, и этот человек тоже нуждался в вас. Вот все сошлось, вы сошлись. И вместе вы очень многого сможете добиться. Либо при поддержке друг друга вы очень многого сможете добиться. Хороший знак. Так, внизу у вас показано дерево. Дерево, которое начинает расти. Растет оно, правда, медленно, но тем не менее оно растет. Это дерево для вас важно. Это ваша семья, либо настоящая, либо будущее. Вы очень много вложились в это дерево. Вы постоянно за ним ухаживали, поливали, от паразитов всяких защищали. Вы молодец. Смотрите, здесь перерастают новые листики, новые веточки, завязываются бутончики. То есть хороший знак улучшения именно в семье, в доме, во взаимоотношениях в семье, в доме, и также укрепление родственных связей. Хороший знак. Вы этого добились. Благодаря вам это дерево не погибло, а наоборот начинает расти, развиваться, цвести. Хороший знак. Дальше, с левой стороны, новый человек в вашей жизни. Человек едет на мощном таком быке, как на буйволе едет. Успешный человек, яркий человек, человек, который способен, я не знаю, взглядом выбить дверь. Но такому человеку никто ни в чем не может отказать. Знаете, из серии «Вижу цель, не вижу препятствий». Очень мощный человек. Конечно же, на буйволе едет.
Девушки, женщины, кто мечтал о счастливом браке, замужестве, да, найти свою половиночку, к вам идет мужик с большой буквы. Таких мужчин еще в помине вы не видели. Да, может быть, вы о них читали в книгах, может быть, там в сериалах таких видели, но в жизни, в реальной жизни таких мужиков вы еще не встречали. Он настолько горячий, он настолько яркий. Здесь харизма, я не знаю, за километр впереди него идет. Да, вот прям это ощущается в воздухе, когда он заходит, всем жарко становится. Вот такой мужчина идет. Волевой, брутальный, характерный, ну просто не мужчина, а мечта. У вас с этим человеком не только встреча, знакомство, но и уже отношения будут. Этот мужчина просто как ураган ворвется в вашу жизнь, честно, не будет спрашивать вашего мнения. Вот он вас увидит и скажет: ты моя, а я твой. И будет вас добиваться, пока вы не ответите взаимностью. Девчонки, кто любит вот таких мощных мужиков, я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Здесь сбудется ваша мечта, да, ваш запрос, ваше желание. Если вы девушка с сильным характером, но здесь будет столкновение двух титанов, здесь будет жарко, здесь всем будет места мало, но с другой стороны вы друг друга как приручите, укротите. Прекрасные взаимоотношения, и два очень сильных человека способны будут просто перевернуть этот мир. Вот поверьте, вы вместе такая сила, такая мощь, такая бешеная энергетика, которая все прям на своем пути сносит, не знает преград, все сносит на своем пути. Очень яркая будет сексуальная жизнь у вас с этим человеком. Мощный, мощный и, кстати, очень-очень успешный. Он как вам свой успех передает. Успех. Благодаря ему, либо при его поддержке, опять же таки, успеха добьетесь. Тоже будете на таком буйволе кататься. Если вы мужчина, вот смотрите мою цыпку, вы мужчина, то это вы. Это ваша новая амплуа, это ваша новая роль в жизни. Стать вот таким вот горячим, бруталом, успешным, харизматом, от которого просто все в трепет впадают. Да? Открывать любую дверь только лишь взглядом, оседлать этого буйвола. Мужчины, верьте в себя. Вот эта энергетика, она у вас внутри, она просто спит. Ее нужно будет разбудить, либо она сама проснется. И так может отыграться. Очень классное перевоплощение, и это вы. Вы на самом деле такой. Может быть, в силу каких-то обстоятельств долго не позволяли себе стать таким, как вас задумала природа, но ваше время пришло. Время пробудиться пришло и стать вот таким вот крутым мачо, да, таким крутым мужиком. Это вы и ваша природа. Дальше, с левой стороны. Неизбежно вам над кем-то одержать победу. Победу, причем это какая-то долгая ситуация. Ни одного дня, ни одного даже, возможно, года. Кто-то очень долго создавал вам проблемы. Либо, может быть, вы сами себе создавали проблемы какими-то своими комплексами, зажимами, неуверенностью в себе. Здесь у вас однозначно знак победителя. Победа не будет легкой, но она будет. Победить либо врага оппонента, либо победить те качества, которые вам мешают и усложняют вашу жизнь. Смотрите, здесь как стрела будет пущена. Стрела. Но стрела — это решение, стрела — это клятва. Да? То есть вы что пообещаете сами себе, либо тому человеку, то вы и сделаете. Враг повержен, вы себя избавляете от того, что вам мешало. Я же говорю, вы станете другой, вы станете сильной, мощной, особенно вот у мужчин это отыграется. Победа, 100% победа. И еще к вам какие-то люди начнут обращаться с какими-то странными вопросами, просьбами, ну для вас странными. Вот вы как себе не верите, либо в себя не верите, а окружающие видят, кто вы есть. Окружающие чувствуют, кто вы есть. Вы прям будете сначала удивляться, потом даже, возможно, сопротивляться. Потом так подумаете и скажете: почему нет? Почему нет? Я буду, я помогу, я скажу, я сделаю.
просьбы какие-то к вам идут, просьбы. Может быть, вы что-то уже делаете, да, чем-то занимаетесь, там дома мастерите что-то. К вам будут приходить люди как к супермастеру, как к творцу, как к человеку, способному делать шедевры. Да, и вас будут уговаривать: сделай мне, сделай на заказ, там, для меня, для моей семьи. Вы сначала будете говорить: да нет, нет, вы что, я там сам для себя, либо сама для себя делаю. А потом поймете, что вы действительно мастер, что вы творец, и будете в этом развиваться. Возможно, вы действительно умеете делать что-то, что не умеют делать другие, либо то, что не дано другим. Как с просьбами к вам приходят, и именно с этих просьб у вас все начинается. Так, еще какая-то петля, которая над вами висела и как будто бы вам угрожала. Петля. Попасть, может быть, в какую-то неприятность, в зависимость. Невозможность выйти из какого-то замкнутого круга. Да, бег по кругу, может быть. Эта петля, она стянулась, ее больше нет. Благодаря каким-то внешним ситуациям, внешним событиям эта петля стягивается, и больше ее нет. Она вам не угрожает. Здесь больше похоже на руку судьбы, да, которая эту петлю просто вот развязала, и все. Проблемы нет, угрозы нет, вы свободны. Так, в серединке у вас вышло сердце. У одних отыграется вот такое сердечное признание вам. Да, человек перед вами сердце откроет, душу откроет, да, грубо говоря, там, из груди вымет и вам подарит. Вы этому будете очень удивлены. Очень-очень. Да, возможно, вы этого хотели, да, возможно, вы этого ждали, но вот сам момент, он будет очень удивительный, очень необычный, очень-очень трогательный. Человек будет искренне перед вами. Человек, да даже и без слов все будет понятно. Вот какая-то невероятная романтика, искренность и вот действительно любовь. Любовь, которой ранее вы не знали. Либо вас так ранее никто никогда не любил. Это у одних отыграется, а у других отыграется сердце как орган. Проблемы с сердцем у вас, либо у кого-то из ваших близких. Сердце большое, сердце полное, сердце чистое. То есть здесь идет помощь, лечение, исцеление, да, и нормальная работа, функционирование сердца как органа. Чему вы, конечно же, будете очень-очень рады. Благодаря этому у вас, либо у кого-то из ваших близких меняется жизнь. Качественно, в лучшую сторону меняется жизнь. Прекрасно на самом деле знак. Так, дальше. Самой судьбой будут даны вам возможности. Причем возможности не в какой-то конкретной сфере, не в каком-то конкретном деле, а вот всюду. Чем бы вы ни занимались, куда бы вы ни пошли, что бы вы там себе не придумали. Да, смотрите, тройственность. Идет тройственность, как 3 возможности, 3 шанса, 3 варианта. Это не значит, что нужно выбирать один. Это значит, что вы можете попробовать и первое, второе, и третье, и подобрать для себя, что для вас оптимально. Знаете, как тестеры, наверное, какие-то, да, тестеры можно сравнить. Поэтому, мои хорошие, не заставляйте себя выбирать. Вы сначала попробуйте, и только потом определяйте, что вам подходит, а что нет. Хорошая возможность. Здесь судьба вас не обижает, судьба вас любит. Вот в этот год судьба вам будет очень много всего давать. И давать в основном такого ценного, полезного, нужного, помогающего. Вот я вижу это по знакам. Энергетика такая идет. Энергетика идет теплая, добрая, спокойная. И вы знаете, как исцеляющая, пополняющая, исцеляющая. Давно такого в вашей жизни не было. А в этом году точно будет. Так, а в следующем моменте здесь нам показывают копье, которое летит вверх. Ну, по копью это, я вам скажу, не просто так. Здесь добиться головокружительного успеха. Либо что-то феноменальное начать, основать, как раскрутить даже, может быть. Если вы занимаетесь бизнесом, то по этому копью я вас поздравляю, я перед вами преклоняюсь, вы добьетесь каких-то невероятных высот. Займете какое-то прям место, как на Олимпе займете, недосягаемое для всех остальных.
не показали благодаря чему. Ну, я думаю, благодаря своему таланту, уму, либо, может быть, условия будут меняться, и так может отыграться. Но здесь четко копье, которое летит вверх. Запущенное уже копье, не которое стоит, лежит, оно запущено, оно летит, оно в полете, это копье. То же самое, у вас есть какие-то задачи, какие-то цели. Вот вы себе поставили на следующий год цели. Каждый, да, имеет свои цели. Поверьте, ваши цели, они будут достигаться со скоростью полета копья. Очень быстро, очень четко, прям яблочко, в цель вы будете попадать. Здесь, как говорится, ваше от вас точно не уйдет. Каждая цель очень быстро будет достигнута. Вам здесь сопутствуют очень мощные энергии, которые посланы свыше. Так, еще здесь радость от какого-то человека, либо благодаря какому-то человеку будет радость. Человек вышел с правой стороны, человек вышел в виде большой собаки. Но это друг, скорее всего, друг, человек, которого вы считаете другом-подругой. Что-то этот друг-подруга вам даст, принесет, привнесет в вашу жизнь. Не могу сказать, что вы все разные, но это станет источником вашей радости, вашего удовольствия. Прекрасный знак на самом деле. Ваш друг вас еще удивит, либо ваша подруга вас еще удивит. Так, еще с правой стороны у вас вышел карман, в котором была дырка. Дырка становится все меньше и меньше, вот как будто бы зашивается эта дырка. Если раньше у вас вот деньги, попадая в карман, вот в эту дырку выпадали, да, вы не могли ни собрать, ни сэкономить, ни отложить, ни чем-то себя порадовать, то теперь ситуация резко меняется. Дырка у нас уменьшается, у кого-то прям совсем закроется. И деньги будут лежать в кармане, приятно звеня. Да? То есть возможность собрать деньги, отложить деньги и ни в чем себе, грубо говоря, не отказывать. Так, еще лесенка у вас вышла. Лесенка, но лесенка, сразу хочу сказать, непростая. Здесь, чтобы на эту лесенку забраться, нужно обладать каким-то талантом, какими-то способностями, ну и, конечно же, верить в себя. Здесь эта лесенка, она больше похожа как на испытания. Испытания, с которыми вы столкнетесь. Испытания, которые вы удачненько пройдете. Это может быть карьерная лестница, и это может быть лестница в мечту, да, вашу мечту. Через испытания, здесь, кстати, 2 испытания, вы их легко пройдете и чего хотели, того получите, добьетесь 100%. Еще у вас тут такой интересный знак вышел, знак резкой перемены. Но эта резкая перемена касается тех, кто вас окружает. Смотрите, однозначно в вашей жизни плохих людей станет меньше, хороших больше. Либо вообще плохих не будет, будут только лишь хорошие. Хорошие, нужные, важные и полезные. Давайте так. Просто хорошие это ни о чем. Здесь как жернова, которые вот перемалывают людей. Вот хорошие, полезные выходят, а плохие как будто бы в другую сторону откидываются. Может быть, вы научитесь разбираться в людях. И не просто научитесь, но еще и будете не бояться людям говорить в лицо, что ты мне друг, а ты мне нет. Да? Тебя хочу видеть рядом с собой, а тебя не хочу. Может быть, так судьба будет тасовать колоду карт, что хорошие карты будут, хорошие люди к вам приходить, а плохие просто будут выходить. Ну, я вам скажу, неплохой знак. А у кого-то, кстати, переезд отыграется. Переезд на новое место, где в основном вас будут окружать хорошие, порядочные люди. И эта ситуация очень хорошо на вас повлияет. Ведь в хорошей атмосфере среди добрых, благородных людей и жить-то легче, спокойнее и как-то, знаете, надежней. Так, еще у вас вышел знак ухода какого-то негатива из вашей жизни. Негативы бывают разные, но у вас именно вот как что-то отпадает, спадает с вас, как будто бы тень лежала на ваших плечах. Она с ваших плечей спадает, уходит эта тень. Но по тени это могут быть порчи, это могут быть проклятия, это могут быть всякие сплетни за вашей спиной, это могут быть обвинения в ваш адрес, да что угодно может быть.
Тени-то уходят, как будто бы солнце, да, в полдень. Это полдень. Солнце вышло, и тени исчезают, да, исчезла тень. Но вот это солнце над вами высшие силы зажигают, чтобы тени не было. Ни на вас, ни под вами, да, ни от вас тени не было. Не будет теней, все будет чисто, ясно и очень-очень по-доброму, комфортно. Ни тайны я не вижу, каких-то секретов, ни злословия в вашу сторону, ни каких-то воздействий в вашу сторону. Так, еще у вас вышел знак прозрения на какую-то ситуацию. Здесь ситуация похожа на анекдот. Когда вы чего-то прям очень-очень сильно хотели, вы прям головой об стенку бились, лишь бы это получить, не понимая, нужна ли вам эта ситуация, полезна она, вредна, просто хотелось. Вот вы прозреете, вы поймете, что это все ни к чему, что ситуация для вас ничем хорошим, не отыграется ни по жизни, ни по судьбе. Вот вы прозреваете и от нее отказываетесь, либо меняете на что-то другое. Это очень хороший знак, который поможет вам, во-первых, уйти от ненужного, во-вторых, сэкономить силы, и в-третьих, почувствовать себя гораздо лучше. Нет, вы не смирились с поражением, вы просто поняли, что вам это не нужно, вам это ни к чему, вообще не ваше, не подходит вам. Хороший знак, хороший на самом деле, он хорошо отыграется в вашей жизни. И еще у вас очень много солнечных дней идет в следующем году. Может быть, в прямом смысле слова будет много солнечных дней. Либо вы переедете, либо будете посещать очень часто место, где много солнца. Но у кого-то в переносном смысле много счастливых, теплых, радостных дней в вашей жизни. Хорошая отсыпка, энергетика очень классная. Мои хорошие, на этом все. Еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Всем пока-пока.